Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Денислам. Придерживаешься ли ты сейчас святой месяц Рамадан, поста? Да, уже прям с детства держу пост, слава богу, альхамдулилля, все получается, никаких сложностей То есть тебе дается это легко. абсолютно вообще. Это не то, что легко, это прям передает еще новых сил, поэтому я только рад, что этот месяц существует. А с какого возраста ты начал придерживаться? Ну, плюс-минус 12-13 лет, точный возраст не помню, потому что я начинал, там, бывало, не полный месяц держал, ну, то есть. Какой ты молодец. А кто тебе это привил? Это было твое самостоятельное желание или у тебя был пример в семье, родителей, бабушек, дедушек? Но мне этого никто не прививал. Изначально меня бабушка учила молитвам в детстве, но при этом я еще ходил в медресе. И в медресе, когда получал знания, я понял, что я хочу соблюдать пост. А будешь ли ты настаивать в своей семье, допустим, будущим своим детям, чтобы они вместе с тобой придерживались поста? Обязательно, да. Я планирую воспитывать детей своих по исламу, так как диктует ислам, и они обязательно у меня будут ходить в медресе. Это 100%, иншаллах, да, так и будет. А можешь ли ты дать какие-то советы ребятам, которые хотели бы тоже попробовать держать пост, но они боятся, считают, что это слишком сложно, что они не выдержат чисто физически или считают, что это не так важно? Самый лучший совет, наверное, в этой ситуации, это, наверное, просто попробовать, потому что на моем счету это не только один человек, который со мной вместе вступил в пост Рамадан и как бы продержал его там весь месяц в первый раз в своей жизни и там на протяжении уже многих лет продолжает держать пост, и поэтому надо только попробовать. Спасибо тебе большое. Продолжаю с легкостью также продолжать нести ифтар в своей семье и в своей жизни. Спасибо большое и вам. Камила, привет. Можешь ответить на пару вопросов про ифтар? Да, могу, конечно. Расскажи, пожалуйста, придерживаешься ли ты ифтара? Пощусь ли я? В смысле? Да, конечно, пощусь. Да, Рамадана. А как давно, в каком возрасте, может быть, ты первый раз поняла, что ты хочешь держать пост, и кто тебе это привил? Ну, я думаю, то, что изначально это шло у меня конкретно именно из семьи. Вот, я держу пост уже с 14 лет, так же, как и остальные практики тоже исламские соблюдаю с 14 лет. Шло это у меня от мамы больше. Мама меня в первый раз привела в медресе, когда мне было 12, и там, получается, мы начали изучать уже какие-то основы канона ислама, и после этого постепенно начала как-то соблюдать. Дальше уже углубляюсь. А что ты чувствуешь? Что тебе чисто психологической точки зрения дает вот это ощущение, когда ты в святой месяц Рамадан придерживаешься поста? Ой, на самом деле, внутренне ты перенаполняешься благодарностью, ты чувствуешь какое-то ощущение чистоты, очищения, в общем. Кажется, как будто ты готов дарить людям вокруг много всего хорошего. В общем, все светится. Это здорово, что ты ощущаешь такую любовь ко всему миру. А можешь дать какой-то совет, чтобы люди, которые боятся начать держать пост, там, боятся, что они физически не справятся, чтобы они все-таки решились и тоже ощутили ту легкость и благодарность к миру, которую чувствуешь ты? Но я могу только от себя сказать, то, что пробовать никогда не страшно. Если ты попробуешь, даже если не получится, самое главное, то, что у тебя было намерение попробовать. И вот все идет изначально, исток — это намерение твое. Если есть благое намерение, то обязательно дальше у тебя все сложится. Спасибо тебе большое, легкости тебе. Привет, Эльдар. Расскажи, пожалуйста, придерживаешься ли ты сейчас священный месяц Рамадан поста? Нужно. Да, я придерживаюсь, все дни держал, честное слово. А расскажи, как тебе это дается, есть ли какие-то, может быть, лайфхаки, какой должен быть сухур или ифтар, чтобы максимально это было легко? Ну, просто как можно много есть больше на ифтар до сумасшествия. Ну ладно, вырежите. Ну, я не знаю, честно, просто сейчас пост до 7, в принципе, вообще не чувствуется голода особо. То есть ты в 7 поел на ифтар, и все, и можно без сухура. Ну, я без сухура, простите. И целый день не хочется есть, поэтому держится очень легко. А расскажи, когда ты это решил для себя, и кто, может быть, был для тебя авторитетом, который смотивировал начать придерживаться поста? Ну, я еще, честно, в школе начал держать, но авторитета не было никакого, просто кто-то... один мулла из мечети держал, и как бы он меня научил, и я стал держать тоже. Вот, все просто. Чувствуешь ли ты с психологической точки зрения какие-то плюсы и новые ощущения именно в этот месяц? Да, весы меня радуют, сбрасываю килограммы, это самое важное. Ну и как духовное очищение подразумевается, конечно, переосмысление своих ценностей, что немаловажно, переосмысление вообще в
целом потребления, потому что вот я думаю, ну, мы едим 3-4 раза в день, да, так, соответственно, в Рамадан едим один раз и наедаешься, и не хочется есть в течение дня. Значит, скорее всего, мы едим очень много, и эта энергия уходит никуда, это все уходит в жир, поэтому, наверное, как можно стараться меньше потреблять и в целом и еды, и вещей, одежды и прочего, и как можно плодотворнее жить. Здорово, очень здорово, что ты пришел к таким глубоким мыслям благодаря Рамадану. Спасибо тебе, удачи. Спасибо. Руслан, привет. Расскажи, пожалуйста, придерживаешься ли ты сейчас в священный месяц Рамадан поста? Я пытался несколько дней, но настолько измотался мой организм, что в этот раз не получилось. В следующем году обязательно. А ты каждый год стараешься пару дней хотя бы попробовать подержать пост? Последние года 3, да. А что поменялось в твоей жизни? Почему ты начал об этом задумываться? И почему ты хотя бы пытаешься придерживаться поста? Как ты к этому пришел? Воздерживаться, в принципе, иногда полезно. Вот. Это позволяет как-то переосмыслить себя, продумать, что как-то не все в твоей жизни измеряется желудком. То есть даже за эти несколько дней ты понял, что у тебя есть какие-то переосмысления физически и мысленно? Ну, конечно. Нельзя же заниматься чревоугодием все время. Надо и отдыхать от этого. А можешь дать какие-нибудь советы и смотивировать других людей, которые тоже думают, что это очень сложно, хотя бы попробовать пару дней, пусть не весь месяц, держать пост? Ну, я советую в первую очередь вести здоровый образ жизни. Это самый главный совет, потому что даже несколько дней, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, держать пост сложно, не говоря уже о месяце. Вот, поэтому, мне кажется, пост – это отличный повод заняться собой, своим здоровьем и улучшить как-то таким образом свою жизнь, чтобы потом месяц сделать себе перерыв от таких своих привычных трапез. Спасибо тебе большое, успехов тебе дальше и легкости. А стараешься ли ты в священный месяц Рамадан придерживаться поста? Конечно, да, стараюсь. Это тот месяц, когда дает тебе Господь Бог возможность проявить вот именно все вот эти благие деяния, чтобы твой пост был принят. Расскажи, тяжело ли тебе это дается, или ты чувствуешь, наоборот, легкость и вдохновение в этот период? Это как пророк сказал, саллаллаху ассалям, что лучше держать пост каждый понедельник и четверг. Я, конечно, этого правила в течение года не придерживаюсь, у меня родители это делают, но вот им хорошо было, то есть они вступили в пост, им было легко сразу. Мне, наверное, первые 2 дня было как-то такая вялость, немножко тяжело, но потом ты вообще не ощущаешь, что у тебя идет какой-то ты голоден или тебе хочется пить, и силы потом прибавляются, ты готов совершать поступки добрые, у тебя такое, знаете, то есть, допустим, кто-то вокруг тебя гневается, например, не знаю, в окружении, а тебе так спокойно и хорошо, что ты никак не реагируешь на этот негатив, тебе хорошо, тебе спокойно, и я думаю, что Рамадан этому способствует. Очень здорово, что ты так ощущаешь такое вдохновение в этот священный месяц. Может быть, ты расскажешь, есть какие-то лайфхаки, специальные сухуры или ифтар, чтобы почувствовать такую же легкость и легко переносить голод и жажду? Во-первых, наверное, на сухур не стоит очень сильно наедаться, потому что, когда ты сильно наедаешься, ты потом, во-первых, у тебя такая тяжесть, и человек, который потом не спит хорошо, но я, например, могу бодрствовать потом еще в течение 3 часов, но потом надо все-таки как-то хочется немножко выспаться перед работой. Хотя по правилам, да, что на самом деле после сухура нельзя спать. Но вот чтобы легче, наверное, потом хотя бы можно было чуть-чуть пару часов поспать, наверное, не стоит наедаться очень тяжелой пищей, что и на ифтар, что и на сухур, чтобы в животе была легкость. А вот есть ученые, которые доказали, что лучше использовать, если не ошибаюсь, диета, которая только основана на жирах полезных. Кето-диета, да. И тогда даже вот люди, которые держат Рамадан и питаются на кето-диете, у них двойная польза в плане очищения организма и придания энергии человеку.
Да, я придерживаюсь, это очень важно для меня месяц, потому что это месяц перезагрузки, и я как будто духовно очень начинаю расти. А расскажи, с какого возраста, как давно ты стараешься выполнять это правило? Ну, практически с рождения. У меня мама и папа, они соблюдающие, мусульмане все. Вот. Они прививали тебе это с детства, или ты просто, глядя на их пример, тоже вдохновлялся и хотел держать пост? Ну, у меня отец очень жесткий был в этом плане. Он меня постоянно, если я что-то не выполнял, он меня постоянно, короче, ругал. Вот. И я сначала не понимал вообще для чего, зачем, почему, что это такое. А потом, когда я начал ощущать именно пользу очень сильную, да, и реально просто были года, когда, например, я вот реально как будто бы, когда держал пост, и реально я как будто бы, не знаю, там видел свет, и прям это очень духовно, очень... я чувствовал духовность всего этого. Это очень здорово. Будешь ли ты своей семье, своим детям также прививать и, может быть, первое время даже заставлять детей придерживаться поста? Я так поступлю. Я, например, я просто им объясню, покажу, что это, какая польза от этого может идти, что они почувствуют в этом, да, какое-то благо для себя, проверят, посмотрят, потом сами поймут и, возможно, сами придут к этому. Спасибо тебе большое. С легкостью тебе продолжить пост в священный месяц Рамадан. Спасибо. Спасибо.